Здравствуйте, меня зовут Алишева Ахжан, я из города Кызылорда, из 6-й школы, учусь в 6 классе. Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию электрический кипятильник, который сейчас не в почете и забывается. История создания электрических кипятильников неразрывно связана с первым промышленным применением электричества. В 1924 году в Германии Теодор Штибель придумал первый погружной цилиндрический электрокипятильник. Таким нехитрым прибором можно было нагреть воду практически в любом сосуде, способном перенести температуру кипящей воды. Простейший электроприбор, предназначенный для кипячения жидкости. Кипятильник состоит из нагревательного элемента, электрической вилки и соединяющего их электропровода. Они бывают переносными или походными. Например, таким кипятильником пользовались многие бабушки и дедушки, когда ездили в курорты и санатории. Как мне рассказывали родители, раньше, до того, как изобрели электрочайники, люди часто пользовались кипятильниками в быту и на работе. Это был очень полезный, но вместе с тем и очень опасный прибор, так как неопытному человеку он мог принести не пользу, а вред. Как хорошо, что люди придумали такие безопасные приборы, как электрочайники, а кипятильники остались в истории. Кипятильники сейчас не в почете по сравнению с прошлыми временами, и я думаю, что в будущем они станут экспонатами в музее. Я хочу, чтобы в нашем Кызылординском музее открылись выставочные залы для таких экспонатов, которые сейчас забываются и никто ими не пользуется.